Всем привет! Это мое первое видео на моем канале, точнее второе видео. Просто я его как бы снимаю только сейчас первый раз. В общем, мы сейчас будем проходить одну такую хоррор-игру якутскую. И она, говорят, очень страшная. Мне, конечно, у меня тут, в принципе, не ночь еще пока что, но вот эта вот музыка меня уже настораживает. Я надеюсь, я не обосрусь, не кончусь на месте, все будет нормально. Здесь я уже пробовала как-то поиграть, поэтому я просто проверила игру. Она, конечно, еще пока что сырая. Очень много я читала критики. Точнее, не читала, смотрела видео некоторых обзорщиков, которые обозревали эту игру. И они в таком небольшом, так сказать, замешательстве, потому что игра сырая, игра делалась одним человеком. И они как-то так к ней очень серьезно отнеслись. Мне кажется, несправедливо. Ой, извиняюсь. Мне кажется, несправедливо. И я хочу просто поиграть в нее и не ожидаю ничего такого тоже от нее. Я не видела прохождения полностью, но я знаю, что там есть кое-что страшное, что там есть монстр. Я надеюсь, он меня сильно не напугает. В принципе, я люблю хорроры, но я люблю хорроры смотреть в основном, не играть. Ну ладно, давайте начнем. Я уже забыла, что тут такие звуки были. Я в прошлый раз просто играла не в наушниках. Сейчас я решила, походу, стать бессмертной. Так, игра пока загружается. О, нет, что такое? О, блин, что случилось? У меня немного проседает FPS. Извините. Такая милая якутская песня играет на фоне. О нет, что-то случилось. Ой, немного запаздывает звук, походу. Да, звук однозначно немного запаздывает. С нами что-то случилось, походу. Мы попали в аварию. Ну да, логично. Зачем нам нужен контейнер, я пока не понимаю. Самый еще главный минус в этой игре то, что с нами не контактирует главный персонаж. Он как будто бы не мой. У нас тут есть шкала того, что мы сейчас замерзнем, и стамина. Я так понимаю, нам нужно найти дом, где можно укрыться и согреться. Ну, атмосферка, я так скажу вам, очень так себе. Сам лес меня пугает вот этим вот замораживающим, таинственным чем-то. Слово замораживающее. Я надеюсь, я быстро найду дом, иначе я скоро замерзну, а это плохо. Я знаю, какие бывают якутские зимы. Я очень это знаю. Я надеюсь, главный персонаж одет в баск, и он не замерзнет. Нет. Так.
Я надеюсь, мы ходим не кругами, потому что если мы ходим кругами, то это не есть хорошо. Может, туда пойти? Если сюда есть доступ, значит, сюда можно пойти. Самое страшное, это я сейчас боюсь... О, мы что-то нашли, кажется. Слава богу, я уже хотела сказать, что мы сейчас замерзнем. Какой-то такой маленький домик, оказывается. Сперва нужно... Тут какой-то... Еще есть домик, что ли? Я просто, когда проверяла эту игру, я находила большой дом. Есть еще домик. Я вижу 3 столба. О, мы нашли дом. Надо будет запомнить дорогу к тому маленькому домику. Вот это да, красота. Вот, это тот самый дом. Мне жутко от одного вида этого дома. Я, если бы попала в реальности в такую ситуацию, я бы, наверное, лучше бы замерзла бы. О боже. Куда тут идти? О май гад. А чё? Почему фонарик не включается? Что? О боже мой. Так, минуточку. Ну, F, фонарик. Я же взяла фонарик. И самое вот это плохое в хоррор-играх, когда тебе дают бегать, это значит, ты будешь от кого-то убегать. И это плохо. У меня почему-то фонарик не работает. Я не пойму, почему. Просто толкаю. О, заработало. Просто не прогрузились текстуры, скорее всего. Так. У нас здесь есть загадки. Что-то пока что непонятное. Но это, скорее всего, подсказка к чему-то. Сперва ему нужно согреться, прежде чем что-то смотреть.
Он уже как бы согрелся, и все равно ему нужно дополнительно согреться. Старое письмо. Тому, кто это сейчас читает, каждую ночь зажигай 7 свечей в доме, по одной в каждом помещении. Запомни, 7 свечей. Если ночью потухнут, зажигай снова. И здесь, как мы видим, как видите вы, точнее, написано на якутском языке. И перевод. Дрова. Ага, нам, скорее всего... канистры с небольшим количеством бензина. Ой! Я взяла, выбросила. А куда я выбросила? Ничего себе. Как далеко выбросила. Эта музыка не дает мне покоя. Что тут? Какие-то люди сидят за столом. Почему у меня не работает фонарик, я не знаю. А, тут можно надеть. О. Я надеюсь, нам не надо, как в Outlast'е, искать батарейки к фонарику. Точнее, там были батарейки к камере, а здесь просто батарейки к фонарику. Часы остановились. Здесь есть жуткое зеркало. А, вот тот самый проход. Да, тут двери нет, оно просто не прогрузилось. Смотрите, как классно сделали. Просто очень красиво выглядит. Мне нужно найти, походу, спички, я так понимаю. Мы же умеем прыгать. Везде все заперто. О, нет, не получилось, ладно. Будем искать спички. А, зажигалка их была, оказывается, в это время рядом. Так. Ага. О, получилось. О. О, боже мой. Вот этот момент в детстве у меня тоже такое бывало, что казалось, что как будто бы из темноты сейчас вот кто-то выйдет. Я надеюсь, сейчас никто не выйдет. Кто-то поскребел полы. Это так жутко.
Не знаю, зачем. Ну, тут было написано, что надо каждую ночь зажигай 7 свечей в доме, по одной в каждом помещении. Запомни, 7 свечей. Если ночью потухнут, зажигай снова. Стрёмно. Тут нет свечей? Нет. А вот свечка есть. Угу. Надпись на обороте. Когда приходит голод и война, чья жизнь становится дороже золота, а чья менее важна. Угу. Это, скорее всего, последовательность. Так. В этом доме все страшнее и страшнее находиться. Я не понимаю, как главный герой может все это время молчать. Нам теперь нужно разобраться, что делать дальше. Жалко нет. Например, вот здесь было бы написано рядом задание, что нам нужно делать. Так, они поворачиваются. Там был еще домик, сарайчик. Наверное, нам надо к нему сейчас. Все. Нет, это были не прогруженные текстуры. Это мы просто дальше не прошли. Ну, еще и из-за того, что я не поняла, как включать фонарик. Мне кажется, сейчас нам нужно в тот домик, чтобы оттуда что-то достать. Ой, вы не представляете, как мне страшно. Вот почему мы любим так хорроры? Почему нельзя сделать какую-нибудь веселую игру, чтобы я не страдала? Сказала Лена, которая постоянно смотрит хорроры и любит жанр ужасы. Так, мы, получается, пошли не туда. Мы вроде бы отсюда вошли. Да. И здесь был домик. Да, вот. Вон. О, так, получается 1,63,0.
Получается, 1. О, боже мой. Ой. Ой, песни. Не нагнетай, пожалуйста. Так, ладно, пока ничего не понятно. Я пока не понимаю ничего. Нам, наверное, все-таки надо допрыгнуть как-нибудь. Только я не знаю, как это сделать. О, у меня получилось. Так, тут что-то было с конечностями вроде. 2, 4, 4, 6. Вроде бы. Я точно не уверена. Сейчас попробуем. Все-таки здесь атмосфера даже как-то страшнее, чем в Outlast. Хотя там и там жопа. Так, давайте попробуем 2. Ой, как неудобно управление. О, нет, не туда. 2, 4. 4, 6. Или 0. Это, наверное, 0, да? А это 2. Открывайся. Или она должна упасть? Так, 0, 2, 4, 6. Я все правильно понимаю? Ё-моё! Это было стрёмно. Я испугалась того, что замочек упал. А что будет дальше, я не представляю. Письмо одного из охотников. Айсен, ты был прав, это место проклято, нельзя здесь оставаться. Нужно было пойти с тобой ночевать в машине. Я смог же зажечь только 4 свечи, остальные я не нашел. Оно прячется в темноте и наблюдает за нами. Я его видел. Эрчим сошел с ума. Он думает, что это существо заберет наши души. Поэтому нам лучше умереть до того, как оно нас поймает. Я на время запер все двери, чтобы Эрчим не натворил глупостей, пока меня нет. Думаю, ты справишься с кодами. Если тебе нужны ключи от второй части дома, то они в тумбе под картиной, где мы их нашли. Недостающий сосуд я спрятал в охотничьем домике. Я отправился на ту станцию, которую мы видели в горах по дороге сюда. Вернусь с подмогой, как только смогу. О, мама, мамочки, зачем это нарисовали? О, боже мой. Так, еще раз
Я на время запер все двери, чтобы Арчим не натворил глупостей. Пока меня нет, думаю, ты справишься с кодами. Если тебе нужны ключи от второй части дома, то они в тумбе под картиной, где мы их нашли. Недостающий сосуд я спрятал в охотничьем домике. Да, вот. И надо вот этот охотничий домик сейчас нам открыть. О, боже мой. Дело пахнет писюнами. Атмосфера становится все страшнее и страшнее. Так, ой, вот это, с этим надо что-то делать. Точнее, да, вот это надо как-то отпереть и надо отгадать ту загадку. Я думаю, самые смельчаки, наверное, уже прошли эту игру за минут 30. Но я что-то пока что думаю это оставить на потом. И, наверное, мы сейчас пока что будем заканчивать. Я думаю, мы продолжим это в следующий раз, потому что мне очень страшно. Я не знаю, что будет дальше. И я постараюсь продолжить в скором времени. Я надеюсь, вы посмотрите это видео, подпишитесь на меня, поставите лайки, потому что я только начинаю все это. И хотелось бы продолжить это ради не только себя, но и ради вас, тех, кто будет смотреть меня в будущем и поддерживать меня. Также я хотела бы обратную связь, чтобы вы писали в комментариях, оставляли свое мнение. Критику я также могу принять, потому что я это все делаю в первый раз. Я проводила стримы и провожу, точнее. Поэтому можете подписываться на мой Twitch. Но в основном я сейчас провожу стримы на Trovo. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, как там говорят все эти блогеры, ютуберы. Вот. И спасибо за просмотр. Увидимся. Всем пока.